Хорошие книги наших любимых писателей раскрывают массовому читателю не только бытие, культуру своей земли, но и далекие миры чужих стран. Если же, скажем, через произведение Жюля Верна мы узнаем о других, чуть ли не о всех частях света, то, читая наших писателей, массовый читатель может узнать о нашей башкирской земле. То есть здесь открывается целый мир нашего региона. Читая, к примеру, Мустая Карима, перед глазами встает дореволюционный Башкортостан, довоенная Уфа, а произведение же Анвера Бекчентаева великолепно передано послевоенная Уфа. Этот список можно продолжать бесконечно. Познание мира, культуры народов через книги для нас сегодня обычное явление, но так было не всегда. В дореволюционном прошлом моего народа констатируется малое количество книг. Это известно. Книги приходили извне, это в основном были книги на фарси и арабском языках, и люди читали не свою литературу. С наступлением определенного периода приходят свои писатели, которые уже пишут свою башкирскую литературу. Но она доступна только для своего народа в силу известных причин. Она написана на башкирском языке. Первые книги носят просветительский характер, и потому они очень нужны для башкирского самосознания. Но это еще не та книга, которая становится достоянием мира. Молодое государство в новом времени рождает молодых, талантливых писателей, которые претендуют на высокую заявку, они готовы поведать миру о своей культуре, о своем народе, о своей земле. Проблема остается прежней, отсутствует инструментарий подачи и доведения до сведения массового читателя о себе, о своей культуре, то есть отсутствует перевод. Выбор читателя невелик. Либо ты знаешь башкирский язык, либо ты ждешь перевода. К счастью, не просто выявление, поддержка и помощь национальным писателям, но и перевод их произведений становится государственной задачей страны, приоритетом в культуре. Здесь интересен нюанс донести национальные произведения до русского читателя, а через них уже до представителей других народов и языков. Практически из всех социалистических и автономных республик бывшего Союза вышли свои писатели, которые подняли свою культуру на новый уровень. Таким образом, и башкирская литература через произведения Зайнабишевой, Мустаи Каримы и других многих наших писателей становится достоянием мира. Но для того, чтобы башкирское произведение зазвучало на русском языке и зазвучало не просто красиво, но и верно, нужен переводчик, большой мастер с большой буквы. Здесь я приведу замечательные слова известной уфимской поэтессы Галариной. Для того, чтобы перевод был близок к оригиналу и выражал все настроение и дух произведения, необходимо, чтобы переводчик был сродни с душой поэта. Таким переводчиком для Расула Гамсатова и Мустая Карима стала Елена Николаевская, а для балкарского поэта Кайсына Кулиева Инна Кашежева. К слову, Елена Николаевская переводила стихи будущих народных поэтов, будучи еще студенткой литературного института. Поэты стали всероссийскими благодаря переводчику, говорит поэтесса, отмечая большую роль переводчика как духовного друга и соратника поэта. Действительно, благодаря ее мастерству русскому читателю стали близки и дороги Расул Гамсатов, Кайсым Кулиев, Мустай Карим, чье творчество на наших глазах становилось многонациональной советской классикой. Об этом же и говорит народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай на вечере памяти народного поэта Рами Гарипова. Мы должны стремиться к тому, чтобы стихотворения Рами Гарипова были переведены на русский язык, так как не все могут читать его на башкирском языке. Только таким образом, через русский перевод, мы можем донести творчество нашего поэта до массового читателя. Так говорит народный поэт Кадим Аралбай. Говоря о прекрасных переводах произведений наших писателей, поэтессы Елены Николаевской в силу лимита времени, я остановлюсь на своем любимом Мустае Карима. Разумеется, в любой национальной литературе есть свои поэты, чье творчество трудно переводимо. Елена Матвеевна же к подстрочникам всегда относилась с большой осторожностью и старалась всегда хотя бы немного выучить тот язык, который она переводит.
Я постоянно возвращаюсь к Мустаю Кариму, чтобы прикоснуться к его изумительному слогу. Знание же двух языков в совершенстве моего башкирского, родного башкирского и русского дает мне возможность полностью насладиться как оригиналом, так и прекрасным переводом, оценить степень мастерства переводчика. Мустаю можно читать бесконечно, но остановлюсь лишь на некоторых. Итак, «Песни мольбы» в оригинале Ялбару Ян, это 1977 года стихотворение. Поэт умоляет свою любовь не покидать его, уверяя ее сначала, что день только-только начинается, затем, что жизнь, а в конце, что мир только начался. К слову, цикличность во времени, в пространстве, в природе, очередность временных категорий характерна для поэта, и он мастерски это выдает. И не менее профессионально доносит эту глубину мысли поэта переводчик. Итак, начало всем известное. Любовь моя, молю, не покидай меня, сейчас ведь только лишь начало дня. Далее. Таң қойнынан сыққан алсақ ерте, ысық менен әлі бит юа. Вот из объятий тьмы, доверчив как дитя, выходит к нам рассвет, живой росой блестя. Если в оригинале рассвет умывается росой, то в переводе он выходит к нам в росе, но в обоих случаях рассвет в процессе, он в росе. Далее. Күл өстендә уйһыҙ тулҡындарҙы бишегенән төшкән ел ҡыуа. И перевод. Оставив колыбель, на озере волну вздымает ветерок, тревожа тишину. Практически 2 строки, слово в слово. Далее идет прекрасная фраза «Тәү өндәште кәкүк». Мы все, в сущности, мало кто видит кукующую птичку, кукушку, так ли? В большинстве случаев мы ее слышим, как кукует, ее звук, отдающий эхом. И Николаевская прекрасно передает эту фразу, не менее точно. Закуковала просторы. Тәү өндәште кәкүк. Начало светлого дня, описанное Мустаем Каримом, в точности выходит в переводе из-под пера переводчика. Вот далее новый цикл. Поэт утверждает, что жизнь лишь началась, подкрепляя свои уверения, заменяя чувственные категории природы и отчитывая их единицами измерениями. Өмөттің тик тәү сақрымын үттік, күрәһе әле күрәһе, михнәт қара урманы әле алда бәхет түбәһе. Казалось бы, непреодолимая задача для переводчика, но Николаевская великолепно передает перевод. Послушаем ее. Мы чаяний прошли лишь первую версту, еще искать вдали нам счастье высоту, идти нам и идти ветрам на перерез, еще он далеко, страданий темный лес. И в конце, когда мир начинается для великой любви, поэт без устали продолжает свои увещевания уже категориями возраста. Үкенескә булыр ташлама, һин ташлаһаң картлык эләктерһә бирмәҫ башҡаға. Мөхәббәтем мине ташлама, донъя әле яңы башлана. Не покидай меня, любовь моя, мой друг, не то замкнется круг, и старость схватит вдруг. А схватит, уж тогда не выпустит из рук. Любовь моя, молю, не покидай меня, ведь мир лишь начался, созвездиями звеня. Цикличность времени повторяется и в другом стихотворении поэта «Все было взбудоражено вокруг». Стихотворение 1971 года поэт приходит к своей любимой трижды. Первый раз весной, будучи очень молодым, со словами любви, во второй раз летом, пройдя в бои которых он уже получил шрамы и стал мужчиной, и с предложением новой жизни любимой женщине. И в третий раз в холодную изморозь и в возрасте поздней осени седовласым патриархом со словами раскаяния. Не читая полностью это стихотворение, остановимся лишь на некоторых строках. Первый сезон. Һиңә килдем әйтермен тип бер һүҙ, сихри һөйөү һүҙен. Ауыҙ асҡас өндәшә алмай ҡалдым. Нисек кенә түҙҙем? И перевод. Я пришел к тебе, чтобы сказать, чтобы принести любовь мою, сказать о ней хоть слово. Рванулся и не смог произнести, чуть скрипнул голос мой и замер снова. Это молодость. Второй сезон жизни поэта.
Hinya kildim әйтермен тип зур һүҙ, яңа яҙмыш һүҙен. Әйтмәй ҡалдым шул саҡ, йәнә түҙҙем, ниңә генә түҙҙем. Перевод. Я пришел к тебе, чтобы сказать слова другой судьбы и жизни новой, и не сказал. Как вынес, смог смолчать, на чем во мне споткнулось это слово. 3-й сезон жизненного пути поэта. Hinya kildim әйтермен тип бер һүҙ, үкенесем һүҙен. Ярай уны тешем менән ҡыҫтым, ярай әле түҙҙем. Я пришел к тебе, чтобы сказать в прощальный час раскаянное слово. Как хорошо, что я стерпел опять. Рванулся голос мой и замер снова. Как видим, все 3 попытки не увенчиваются успехом. В первый раз слова не произнеслись в силу молодости и неопытности молодого человека, за который он корит себя и задается вопросом, как же я не высказал. Во второй раз мужчина не смог сделать это предложение и задается вопросом, почему же я не высказал. И в 3-й раз седовласый патриарх осознанно молчит и понимает правильность своего решения. Хорошо, что я не высказался. Трижды поэт заменяет заготовленные слова неясными словами о погоде в сообразное их время. Первый раз, что текут ручьи, во второй раз, что созрели плоды, а в 3-й раз, что деревья в инее. И трижды поэт получает ответ от любимой на свои невысказанные вопросы. Первый раз девушка смеется и грустит, во второй раз женщина смотрит на любимого мужчину с надеждой и скорбью, а в 3-й раз молча плачет. 1-й сезон. Послушаем. Гөрләүектәр гөрләй тигән булдым, җимеш калдым хәбәр. Кысқырып бер сәйер көлдең дә һин, капыл тындың мәгәр. Кругом ручьи всего лишь я сказал, на это новости ушли все силы. Ты засмеялась, глядя мне в глаза, ты голову молчания отпустила. Предложение взрослого мужчины, 2-й сезон. Кыларып емеш беште тинем бары япрак араһында. Өмет катыш, еңел һагыш ине һинең карашыңда. Смотри, поспели ранние плоды, едва сумел произнести неясно. С надеждой мне в глаза глядела ты, и медленно надежда эта гасла. И 3-й сезон с раскаянным словом поэт приходит. Бышылданым бары, ағастарда аппақ бәттәр, ана, бақам, һинең ике битен буйлап, аппақ яшьтәр ага. Какой сегодня белый-белый дым, я прошептал. И в инии березы стою и вижу по щекам твоим, белым-белым дрожа сползают слезы. Правильное и точное преподнесение в переводе завуалированных временных категорий с оригинала задача трудная, но и решение ее не окончание работы. Та прозрачность языка, пронзительность интонации, которая отличает Мустая Карима, его произведение, таким образом выявляется и в переводе Елены Николаевской. Кстати говоря, переводчик произведения отца, сын поэта Мустая Карима, писатель Ильгиз Каримов, твердо убежден, что поэзия непереводима. Об этом он говорит в одном из интервью в нашей периодике. Каким бы блестящим ни оказывался перевод, он отклоняется от оригинала. У Мустая Карима прекрасные стихи, написанные на башкирском языке. Я не настолько силен в стихосложении, чтобы их переложить на русский. Его переводили многие известные в СССР литераторы. Михаил Дудин, Ярослав Смеляков, Вероника Тушнова, Михаил Светлов, Ирина Снегова. Самыми удачными, я считаю, переводы Елены Николаевской. И Мустай Карим так считал. Так говорит Ильгиз Каримов. Я тоже так считаю. Говорить о прекрасных строках можно бесконечно. Думаю, не только специалистам, но и всем нашим читателям будет не безинтересно взять в нашей библиотеке томик Мустая Карима, его перевод, прочитать волшебные строки и насладиться великолепными стихами как на башкирском, так и на русском языке. Вот эти книги. К слову, Николаевская, называя нашего поэта агаем, очень гордилась, что принадлежит школе Мустая, где каждого, посвятившего себя литературе, строго предостерегают от суеты и мелочности, от небрежности в обращении со словом. Так говорит Елена Матвеевна Николаевская.
Перевод выдающихся башкирских произведений остается актуальным всегда и в наши дни. Если сегодня мы имеем возможность читать башкирских писателей в переводе, самые известные произведения которых были изданы в 60-70-е годы прошлого столетия, серии Агидель, то сегодня это счастье перевода доступно немногим писателям. Многие лишены его, иные не имеют полной возможности обладания таким счастьем. Последний выпуск переводчиков и литераторов состоялся в 90-е годы. Это были выпускники литературного института имени Горького в Москве. Более 20 лет не набирался новый курс, и только год назад Национальной библиотекой имени Ахмедзаки Валиди был начат совместный проект вместе с институтом и фондом имени Мустафы Карима, целью которого была подготовка абитуриентов на переводческое отделение литературного института. Сегодня эта группа молодых людей обучается в данном вузе, так что шанс стать Мустафой Каримом 21 века и показать миру башкирскую книгу есть у наших многих молодых писателей.